Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что смотрите мое видео, за ваши лайки, прекрасные комментарии, за вашу поддержку, за ваши донаты. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Чего совсем не ждете, но что должно случиться и произойти. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свой срок, и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну, неплохо, очень даже и неплохо. Знаете, вот смотрю я на эти рисуночки, и вот такой закономерный вопрос. А чего вы ждете в жизни? Ну вот правда, чего конкретно? Здесь очень хорошие картинки, очень такие, знаете, добрые, позитивные, желанные, я бы даже сказала, для многих желанные. Но вот непонятно, почему вы этого не ждете. Почему вы не ждете каких-то банальных, простых радостей жизни? Почему не ждете улучшений в своей жизни? Неужели вы только о негативном думаете, либо только плохого ждете? Правда, знаете, прям обидно немножко становится. Ох, ну да ладно. Давайте разбираться. Смотрите, здесь мне показывают вас, и рядом с вами, ну это как робот какой-то, как какая-то система, какой-то механизм. И вы не ждете, что вам от этого механизма, от этого робота, от этой системы какая-то помощь будет, либо какая-то поддержка, либо что-то хорошее, позитивное. Но в моей практике обычно отыгрывается работа с гаджетами, либо работа в каких-то, может быть, программах, технологиях. И также отыгрываются как госсистема, госорганы, какие-то, может быть, там фонды, организации, да что угодно может отыграться на самом-то деле. Но это вот механизмы, и также это как структура, да, государственная структура. Вы вообще не ждете. Не ждете, отвернулись, скукожились, может быть, даже плохого ждете. А на самом деле, смотрите, вам руку подают. Руку подают, и здесь еще вас что-то ждет приятное в виде какого-то подарка, в виде какого-то исполнения, в виде даже какой-то прибыли. Вот правда, правда. Если у вас есть возможность обратиться в госструктуры, органы, либо какие-нибудь, может быть, и не гос, но тем не менее, да, связанные с разными людьми, организации, то обязательно обращайтесь. Поверьте, там и руку подадут, и помощь окажут, и еще чем-то наградят, выдадут. Если вдруг вам предстоит с какими-то технологиями связаться, какие-то гаджеты, не знаю, там, компьютеры, может быть, аппараты, инструменты высокотехнологические, то же самое. Ребят, здесь только лишь плюс, только лишь позитив. Зря боитесь, зря отвернулись, зря не верите в это. Это вам принесет, опять же, кому-то и здоровье принесет, да, улучшение. Может быть, это инновационные методы лечения, диагностики, может быть, какие-то сложные, там, не знаю, аппараты, препараты, да что угодно, опять же, может быть. Не стоит отворачиваться. Я вижу, что вы ничего не ждете хорошего, вы как ни во что не верите, от всей жизни, от мира отвернулись. Но при этом мир за вами, мир вам руку протягивает, госорганы вам руку протягивают, высокие технологии вам руку протягивают, и еще и что-то давать будут. Зря вы не верите в будущее. Здесь прекрасный момент, и я за вас безумно рада. Так, еще женщина не верит в какого-то мужчину, либо не верит, что от этого мужчины будут какие-то действия более-менее адекватные в ее сторону. Ей кажется, что мужчина там с какими-то женщинами развлекается, у него какие-то другие интересы, он несерьезный. Он не заинтересован не то чтобы в ней, в принципе, в семье, в детях,
в каком-то будущем таком стабильном, спокойном, семейном. Девушки, женщины, здесь картинка, ну просто с точностью наоборот. Вы считаете, что у него там куча женщин, прям целый гарем, и он только думает о том, с кем бы из них переспать. А окажется, что мужчина очень-очень безумно ответственный и серьезный. Он думает о своих родственниках, он помогает своим родственникам, он думает о будущем, он думает о том, чтобы обеспечивать семью, чтобы обеспечивать вас, чтобы у вас вместе, совместно, да, был прекрасный теплый дом, чтобы были замечательные условия, чтобы дарить вам хорошие подарки, чтобы за вами не просто там приударить, поухаживать, а сделать вам предложение. Девчонки, мужик удивит, удивит так удивит. Знаете, он даже вас как врасплох застанет каким-то своим словом, предложением, либо поделится сокровенным. Вы прям будете слушать и думать: господи, какая же я... Ошибочка вышла, да? Ошибочка вышла. А я-то думала, ты не путевый. Окажется, что очень даже путевый. Даже не просто путевый, а практичный, гармоничный в этом и очень-очень сообразительный. Здесь мужчинка однозначно порадует. Если у вас просто симпатия, да, и вы считаете, что у мужчины там действительно очень много женщин, и он как перебирает, выбирает, тоже ошибочка выйдет. Этот мужчина к вам подойдет и в чем-то прям таком сокровенном вам признается. Да, например, скажет: а я тебя люблю. И люблю тебя уже там на протяжении нескольких месяцев, а может быть даже нескольких лет. А я все ждал. А я все ждал, пока ты свободна будешь. Либо я все ждал, пока ты мне там улыбнешься, подмигнешь, там, сигнальчик мне пошлешь. Ну тоже, видите, как ошибочка у вас идет. Мужчинка полностью диаметрально противоположная, ну как реакция и действие идет в вашу сторону. Вы прям на нем уже крест поставили. Зря, девчонки, зря. Кстати, у кого-то еще отыграется, что мужчина ведет какой-то действительно аморальный, разгульный образ жизни. Но там причина есть. И я вижу, что мужчина с этим завяжет. Причем завяжет чуть ли не в один день. Прям слово даст и слово свое сдержит до конца. Понимаете, до конца. Даже контролировать не надо. Так, еще. Кто-то не ждет совершенно прибыли и денег. Прибыль и деньги. Ну, прибыли, понимаете, не только от бизнеса приходят. Прибыль может быть и от кого-то. Кто-то вам денег даст, поддержит вас финансово, материально. Идет. Небольшая, но достаточно ощутимая и достаточно, вы знаете, как по надобностям, по нуждам. Да, чтобы их закрыть, покрыть и еще что-то осталось. Это я вижу. Так, еще не ждете вы признание. У кого-то конкретно отыграется признание в семье, у кого-то отыграется признание в профессионализме, на работе, в вашем бизнесе, в вашем деле. Вы прям совсем не ждете. И думаете, что вы хуже всех. Либо вас менее всех ценят, менее всех уважают, менее всех замечают, воспринимают менее всех. А окажется все наоборот. Смотрите, у кого-то окажется, что прям завидуют очень сильно, завидуют. Прям подойдет человек и скажет: а я тебе завидую. А потому что ты умная, потому что ты все умеешь, ты все знаешь. Ты гений, а я дурак, либо дурочка. А у кого-то отыграется, что в семье не только скажут, но и покажут, что доверяют только вам. И только к вашему мнению прислушиваются. И это будет, конечно, прекрасно. Для вас это будет прекрасно и будет шикарным стимулом идти дальше, развиваться, не сдаваться. И, конечно же, показывать себя, все то, на что вы способны. Так, еще. Здесь человек прям просто в лодке сидит, рыбачит. Лодка небольшая, удочка короткая, но в правую сторону. Это либо в долгую, либо по правому делу. То есть законно, логично. И то, что умеете, то, что знаете. А может быть и так, и так. И в долгую, и логично, и законно, и то, что знаете. Видите, вот лодочка, вот человек и рыбалит на удочку, закинул в правую сторону. Смотрите, там богатые воды. Там много-много рыбы. Рыба разная, и маленькая, и большая, и деликатесная, и какая-то редкая, уникальная. Много-много рыбы. А ваша деятельность, либо ваша работа, она будет долгой и успешной.
долгой и успешной. Если вы особенно только-только начали какую-то деятельность, там, бизнес свой открыли, фрилансом занялись, какую-то профессию освоили, поступили недавно на работу, либо только-только поступите. Поверьте, это ваше, занимайтесь этим, развивайтесь в этом. Вам по судьбе очень долго плыть в этой лодке и очень много-много рыбы нарыбалить. Да, это будет, 100% будет. И никого не слушайте. И гоните свои комплексы и страхи куда подальше. Из своей головы, своего сердца, из своей души. Они вам не нужны. Они те самые якоря, которые не позволяют вам плыть на рыбные места. Это нужно прорабатывать. Желательно, конечно, со специалистом, но можно и дома. Да, дома по умным книгам, да, либо какими-то мелкими заданиями это тоже в себе проработать. Надо быть более смелым, надо быть более реалистичным, надо быть более, знаете, как доверять себе, да, доверять себе, верить в себя. Это важно. Для вас это очень-очень важно. Так, кто-то не верит, не знаю, в беременность, что ли, не верите, в то, что способны, либо в то, что будете рожать. Либо то, что родите хорошо, легко. Кто тут не верит? Кто-то прям совсем не верит. Вы знаете, будет. И забеременеете, и выносите, и родите, и все будет замечательно. Только главное, какие-то советы, рекомендации выполнять. Вы о чем-то знаете, и вы это не делаете. Потому что вы в это не верите. Почему-то вы себе как в голову вложили, что нет, не будет, либо будет все плохо закончится. И почему-то живете именно по этому негативному сценарию. Прекратите этим заниматься, пожалуйста, прекратите. Это путь саморазрушения, это деструктивный путь. Понимаете, не может быть счастливого человека, у кого в туман в голове, причем туман черный в крапинку. Не может быть счастливый человек. Если вы плохое верите, ну так, извините, плохое и получите. А судя по этой цыпке, ну прям совсем ни во что хорошее не верите. Да, я не спорю, может быть, жизнь тяжелая была. Может быть, прям за окном у вас какой-то ужас происходит. Но поверьте, пока он вас не коснулся, да, а я не вижу, что он вас коснется, у вас все хорошо будет. При условии, что вы себе хорошее желать будете. Либо вы сами себе негатив пророчите, но вот то и получаете. Так, еще вы не ждете внимания со стороны противоположного пола. Я понимаю, что все женщины разные, кто-то замужем, кто-то встречается, кто-то, в принципе, уже как возраст, да, возраст считаете, что ну, кому я понравлюсь. Но здесь мне показывают ухаживание, здесь мне показывают мужчин, которые пытаются обратить ваше внимание, вы как успехом пользуетесь у мужчин. То ли вы этого в упор не замечаете, то ли вы как бы даже этого боитесь. Вы просто себе сказали, что нет, все, уже нет. Я никому не нравлюсь, я некрасивая, либо я в возрасте. А окажется все наоборот. Прям как сама судьба вам докажет, что вы еще красавица, привлекательная, завлекательная. Да? Мужики, вон, смотрите, в очередь выстраиваются. Не все будут прям признаваться в любви, но подмигивать, улыбаться, комплиментить, как-то вот привлекать ваше внимание 100% будут. И это не один мужчина, сразу вам говорю, не один. Кто-то из вас, кстати, вместо такое попадет, там, где мужиков много, разных мужиков. Вот это вы удивитесь. Вот это вы свою самооценку прокачаете. Ну, прям радостно за вас, ну, вот серьезно радостно. Так, кто-то из вас не верит в свою удачу, в везение. Может быть, считаете себя невезучим человеком, несчастливым человеком. Человеком, который вместо удачи притягивает, например, там, катастрофы, либо негатив. Вот это вы удивитесь. У вас прям удача, знак удачи за спиной находится. За спиной. Повезет, так повезет. И тут, скорее всего, повезет по-крупному. По-крупному везет. Так, в руках вы что-то держите маленькое, но очень-очень горячее. Очень горячее. Это какие-то новости. Новости о важном. Либо вы одна из первых о чем-то будете узнавать.
либо сможете узнавать, либо узнаете. Смотрите, благодаря этим новостям, благодаря этой информации, возможно, впервые в жизни у вас есть возможность быть первой, где-то быть первой, либо первым. Ребята, я вас прошу, коль такая масть идет в руку, ну, грех проигрывать. Пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Я понимаю, вы очень скромные люди, вы очень, ну, такие вот, любите в тени побывать, да, не любите быть в первых рядах. Но в данном конкретном случае, ну, это награда, это данность, это то, что вам по судьбе идет. Воспользуйтесь. Где-то вы должны оказаться прям первой, либо первым. И, как говорится, сливки снять. Опять же, вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Но вы поймете, о чем я говорю. Вы это поймете, вы прям почувствуете. У вас такая дилемма: делать, не делать, идти, не идти. Здесь и страшно, и боязно, и стыдно кому-то, может быть. Слушайте, гоните эти дурные мысли, идите и будьте первыми. Это прям обязательно, это вам домашнее задание. Быть первым, быть победителем. Пожалуйста, делайте, что хотите, но вот это не пропустите. Поверьте, здесь прям какой-то крутой переломный момент в вашей жизни. Вот эти сливки, да, которые вы снимете, ой, долго будете смаковать, и действительно на этих сливках вы очень-очень подниметесь на много-много ступенек вверх. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя, не бойтесь ничего, научитесь себе доверять и ничего не стесняйтесь. Вперед и только вперед. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.